У Татьяны Рыжиковой двое детей. Старшему 4, младшей 2 года. У сына после вакцинации пошла аллергическая реакция. Молодая мама приняла решение больше детей не прививать. До 3 лет только иммунная система формируется. Желательно ее не нагружать лишний раз. Прививка – дело добровольное в России. Тем временем в США из-за эпидемии кори в этом году ввели штраф за отказ сделать вакцину – $1000. В 18 регионах нашей страны появились очаги инфекции. С 1 апреля стартовала массовая вакцинация. Но ее темпы, отмечают в Роспотребнадзоре, пока очень низкие. Мы очень обеспокоены этой такой негативной какой-то тенденцией. На сегодня из 19 тысяч подлежащих наших жителей прививкам до поликлиник по месту жительства дошло только 1000 человек. Мы должны эту почищающую иммунизацию завершить к 1 октября 2019 года. А лучше уже к августу. Именно тогда в Казань приедут тысячи иностранцев на WorldSkills. Миграционный поток, туристический сезон – все это повышает риск заражения. Корь передается воздушно-капельным путем, причем в 6 раз легче, чем грипп, отмечают специалисты. Один больной может заразить до 18 человек. Восприимчивость непривитого населения стопроцентная. Температура под 40, сыпь, конъюнктивит. Корь – это острое инфекционное заболевание. Опасные осложнения – пневмония, отит, воспаление мозга. В прошлом году в Европе 72 летальных исхода. В Челнах в октябре заболели корью непривитые дети. По национальному календарю они должны прививаться в 1 год и в 6 лет. Я считаю, что надо делать, потому что все равно в садик ходят, контакты есть. Начитаются всякого бреда и отказываются делать эти прививки. Мне кажется, это вообще очень плохой подход. Все прививки, которые нам по календарю положены, мы делаем. Даже если взрослые не помнят, делали ли им прививку в детстве, ее можно сделать повторно. В поликлинике по месту жительства процедура бесплатная. Анна Городнова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.